Леонид Епов, кажется, знает уже все премудрости молочного животноводства. Первую буренку завел еще в 96-м. Село тогда переживало не лучшие времена, и надо было как-то кормить семью. С тех пор и живет честным крестьянским трудом. Со временем частное подворье выросло в крепкое хозяйство, а 4 года назад удалось получить грант на строительство фермы. Сегодня в новом просторном и светлом коровнике молодняк прячется от жары и гнуса, ну а кормилице набирается сил и молока на выпасе. Ферма стоит из сэндвич-панелей. Ферма сделана из сэндвич-панелей. Наконец-то из сельского хозяйства пришли современные технологии. Построили ее очень быстро. Даже тяжелая техника и кран не понадобились. Тепло держит хорошо. Для наших северных широт самое то. Ведь здесь нет отопления. Но при этом зимой очень даже тепло. В разгар сенокосной страды каждый день на счету. На поля вышли уже 17 июня. Заготовили 57 тонн сенажа и 15 сухого сена. По сравнению с прошлогодним летом грех жаловаться, отмечает глава хозяйства. Впрочем, труженикам хватило трудностей. В условиях пандемии коронавируса возникли проблемы со сбытом продукции. Садики и школы не работают, мясо реализовывать некому, выручает продажа молока. Но большую часть используем для откорма 22 телят. А на маслозаводе цена маленькая, да и нет столько молока, чтобы сдавать его туда. Леонид не унывает. Все-таки ферма у них семейная. А с родными все трудности нипочем. К тому же двое сыновей уже решили идти по его стопам. Да и внук намерен учиться в агропромышленном техникуме. А это значит, будет кого научить и кому передать нужное деревне ремесло. Павел Королев, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Усть-Кулом.